делегаты хакасского народа. Да, сегодня проблем прозвучало очень много хакасского народа. Я думаю, сегодня Владислав Михайлович практически все проблемы так озвучил. Но я бы хотел остановиться на тех проблемах, о которых говорил, да, немножко чуть пошире раскрыть. Вот сегодня многие из выступающих говорили, что сегодня самый будет хакасский народ жить, когда будет хакасский язык, будут люди, говорящие хакасский на собственном родном языке. Вот один из путей, чтобы эта Хакасия как-то она росла, расцветала, чтобы народа населения не было, как в 1900 году 65-70 тысяч, сегодня такое же население. Прошло почти более 100 лет, а население осталось в таком же количестве. О чем говорю? Что-то здесь непорядка, наверное, не знаю, в чем причина. Причин, конечно, очень много. Конечно, с одной стороны, хакасское население в основном проживает на селе. А сегодня население безработица, там, пьянство. И сегодня, как раньше, вы, наверное, все помните, в основном такое старшее поколение, у всех хакасов были раньше многодетные семьи. Я тоже сам многодетный семья, у нас 5 детей было у матери. Они нас вырастили, всем дали образование, сегодня мы все живем и здравствуем, и растим внуков и правнуков. Поэтому сегодня, что нужно сделать для того, чтобы народное население Хакасии увеличилось? Какие работы сегодня провести, не провести, какую работу вести среди населения? Конечно, должна быть занятость, должна быть работа, чтобы каждая семья могла содержать свою семью и, так сказать, дать детям своему образованию. Вот это сегодня проблема номер один, потому что есть кризис, и мы все прекрасно понимаем. Но тем не менее, вот сегодня правительство тоже проводит такие мероприятия, которые сегодня поддерживают села, да, развитие малых сел. Это у нас строится ФАПа, строятся там и школы, и сегодня разыгрываются гранты для начинающих фермеров и ряд других мероприятий. Но сегодня вопрос возникает, а кто будет на селе работать? Вот мы же прекрасно понимаем, кто из села вышел. Вот сегодня не все же выпускники школ едут в город, выезжают в город. Многие остаются на селе. А что на селе делать? У тебя нет специальности, нет, ничего, никакой специальности. Ты школу закончил, остался в деревне. Работы нет, и куда он идет? Он идет, кому-то подрабатывает, потом пьет, запивается, и в итоге не может писать ни семью, ничего. И в итоге народное население у нас, оно и поэтому не растет. Одна из проблем. Я вот что хотел немножко вопрос задать. Вот сегодня про кодекс чести, да, книга такая, которую Владислав Михайлович написал. Она, да, хорошая книга. Я ее прочитал практически, когда взялся, я практически, в течение вечера там ее. Она легко читается, воспринимается как, не знаю, там. Вот сколько читаешь книги, пишут научные работники, читаешь ее там, не поймешь, запутаешься, о чем там говорится, главная мысль, хоть теряется. А здесь она говорит, главное из тех мыслей, она практически до самого конца книги. Человек, кстати, понимает о чем. И, как бы сказать, она легко воспринимается. И поэтому сегодня эта книга, как сказать, должна быть в каждой семье настольной книгой. А что нужно для этого сделать сегодня? Как бы мы говорим, а сегодня практически ничего не сделано. Вот книгу «Кодекс чести», да, вот Владислав Михайлович не дал соврать, да, когда она первый раз издалась, мы готовились. Я лично издал 1000 экземпляров. Мы выпустили, раздали, что по школам, по нашим районам, по библиотекам. И сегодня вот тоже вам сейчас делегатам в каждой папке есть «Кодекс чести», да, ну тоже сегодня мы издали 500 экземпляров, это для делегатов. А сегодня, получается, мы издали всего 1500 экземпляров. Что такое 1500 экземпляров для Хакасии? Это ни о чем. Поэтому сегодня надо поставить такую задачу для правительства, надо проработать программу по изданию данной книги, что она должна стать настольной книгой в каждой семье. Там она не только про Хакасию, это просто о здоровом образе жизни, что такое родина, честь, семья. Там все просто написано, и молодой человек, я даже дал своим товарищам, да, это, они русские, да, прочитали, Вячеслав Михайлович, хорошая книга, где еще можно купить, она в продаже ее нет сегодня. И поэтому, давайте, что? Вот да, мы сейчас готовимся, я приступлю такая, вот задачу, первые мы тоже у себя в районе проводили, там, сейчас заканчиваем. И поэтому как-то надо, чтобы у каждого выпускника, вот надо сегодня через Министерство образования, когда школьный ученик заканчивает, должна быть он вручить ему книжку, пускай он читает, изучает ее и держится того кодекса. Еще такой вопрос, много говорят о языке хакасском, да, мы сами хакасы, все говорим на русском. В душе, может, как-то мы как бы обрусевшие, да, но тем не менее мы-то, как бы сказать, у нас физиономия осталась, хакасская, она осталась, и будет. Ее не сменишь. Поэтому надо, вот правильно мы выступали, у нас сегодня, что хакасский язык сама со школы, что увеличилась, должна печать, книги, и побольше было, как сказать,
изучались и в литературе, и там, по телевизору много, не было там. Один из таких путей, мое предложение. Вот как бы вы многие бывали в национальных республиках. В национальных республиках есть канал, радиоканал, да, который идет, поются песни на национальном языке, там, беседы идут, там, дискуссии. И сегодня должна быть тоже какая-то, должна быть радиоволна, которая как дорожное радио, там другие, там, это тоже должна быть такая радиоволна, которая должна постоянно работать настроена на волну, и люди хотят послушать классную музыку, да, песню, чтобы она постоянно играла, работала там, не знаю, беседы, дискуссии. Спасибо.